بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Уже около 1,5 лет Малик находится в Чеченской Республике. Однако его чеченская история началась задолго до этого. Начало ей было положено много лет назад в Сирии, когда ему довелось познакомиться с чеченским мальчиком, дружба с которым растянулась на долгие годы. В 12 лет Малик поступил в колледж имени Ахмада Кафтара, который имеет религиозный уклон, и помимо базовой школьной программы, учащихся там обучают Корану и готовят их для дальнейшего обучения в Исламском институте. Здесь он и знакомится со своим другом Магомедом Сыралиевым, и по окончании колледжа они вместе поступают в институт, однако Малик поступает одновременно в 2 института по специальностям арабский язык с правом преподавания и шариатские науки. Получив диплом в 2008 году, Магомед уезжает к себе на родину в Чечню, а Малик продолжает свое образование и поступает в педагогический институт. Окончив его, устраивается на работу и занимает должность директора школы. Но в 2011 году мирной и размеренной жизни в Сирии пришел конец. Началась война, и люди забыли, что такое мир и покой. И именно тогда Малик узнал цену настоящей дружбы. Я в 7 классе в исламской школе поступил в Сирию. В 7 классе я поступил в исламскую школу в Сирии. Там мне и довелось познакомиться с Маликом. Обычно заканчивают 11 классов, а в Сирии было 12 классов. После этого мы вместе окончили Исламский университет, где обучалось много иностранных студентов. В 2008 году, закончив учебу, я вернулся домой. Но мы постоянно поддерживали с ним связь. Я часто ездил к нему в гости, и вот с давних пор мы с ним являемся близкими друзьями. Малик очень умный, он всегда занимал первые места во время учебы. Не каждый может обучаться в 2 исламских университетах. Это очень сложно, но у него это получилось с промежутком времени в 1 год, кажется. И всегда он передавал свои знания другим, вплоть до начала военных действий в Сирии. Поговорив с ним, я предложил ему приехать к нам, в республику. С помощью Аллаха у него получилось приехать в 2013 году. Сегодня он как может трудится, донося слово Всевышнего в нескольких медресе и мечетях. Это человек, который трудится ради довольства Аллаха. Хвала Всевышнему, что он смог сюда приехать и приносить такую пользу для нас. И это также заслуга нашего главы республики, Рамзана Кадырова, который идет по пути своего отца. Пусть Аллах будет доволен им.
Сегодня Малик уже освоился в республике, нашел много новых друзей, но не устает говорить о том, как много для него значит дружба именно с Магомедом и каким судьбоносным оказалось это знакомство для него. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبل أن أتحدث وقبل أن أتكلم عن أي شيء أحب أن Прежде всего, хотелось бы рассказать о своей любви, которая зародилась очень давно. Это любовь к Чеченской Республике. Когда мне было 12 лет, по воле Всевышнего Аллаха, я встретил Магомеда Саралиева. Мы учились в колледже имени Ахмада Кафтара, где мы изучали шариат и арабский язык. Он был очень порядочный и воспитанный человек и привлекал своим благим нравом. Именно поэтому мне захотелось стать его другом, и мы очень сдружились, и на то была воля Аллаха. С тех пор мы были неразлучны, но всему приходит конец, и, получив образование, Магомед вернулся на свою родину, в Чеченскую Республику. Я помню день, когда он уезжал. Я понимал, что больше его не увижу, и это очень печалило меня. Я прочитал дуа, прося у Всевышнего Аллаха всех благ для Магомеда, чтобы он смог передать своему народу все те знания, которые он приобрел за годы обучения в Сирии. Когда мы были студентами, нам часто приводили аят из Корана: «Призывай к пути Господа твоего с мудростью и хорошим увещеванием, и спорь с ними тем, что лучше». Именно этот аят должен быть для нас путеводителем по жизни. Опираясь на него, я получил свое образование, вышел на работу, и жизнь пошла своим ходом. Потом ситуация в Сирии испортилась, началась война, разногласия, подпитываемые извне. Жизнь ухудшилась, и именно в тот момент, когда я больше не видел выхода из положения, я решил позвонить Магомеду и попросить его о помощи. Я объяснил ему ситуацию, и, выслушав меня, он сказал, что хочет, чтобы я приехал в Чечню. Я помнил рассказы Магомеда о Чечне, о традициях и менталитете своего народа, и та любовь, с какой он говорил о своей родине, передалась и мне. Настоящая дружба познается в беде. Именно здесь я понял, что он настоящий друг, и наша дружба — это дружба ради Аллаха. Я приехал в Чечню около 2 лет назад, и по сегодняшний день нахожусь здесь. Я приехал уже будучи влюбленным в эту республику, и моя любовь была оправдана. Я любил чеченский народ, и этот народ действительно оказался достойным того, чтобы его любили. Здесь я обрел много новых друзей и товарищей. Я познакомился с семьей Магомеда и понял, что его благой нрав есть результат воспитания, которое он получил в кругу своей замечательной семьи. Жизнь в Чечне стала для меня благодатью. Я очень доволен тем, как сложилась моя жизнь. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит ему других». Приехав сюда, в республику, Малик начал заниматься тем, что у него получается лучше всего – обучать желающих арабскому языку и Корану. У него немало учеников, так как он успевает преподавать сразу в нескольких крупных медресе, в том числе и медресе имени Изнаура Варандоевского, где Малика знают как очень хорошего и отзывчивого человека. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
В медресе имени Изнаура Варандоевского обучаются около 100 учеников, преподают уважаемые ученые, алимы, получившие образование в лучших исламских университетах Сирии и Египта. Один из них алим из Сирии Малик Даабуль, который обучался на родине у известных в исламском мире богословов. От них он перенял все самое лучшее и на сегодняшний день является очень образованным и талантливым человеком, что приносит большую пользу для республики и нашего медресе в частности. Я учусь на втором курсе. Учеба у нас длится очень хорошо. К нам приехал в прошлом году учитель из Сирии. Он нам преподает арабский язык. От этого мы получаем большую пользу. Он с нами разговаривает исключительно на арабском языке. И посредством этого нам приходится говорить только на арабском языке. И мы привыкаем постепенно к арабскому языку. Малик очень любезный, мягкий человек, с ним очень приятно разговаривать. Когда с ним разговариваешь, получаешь удовольствие от его общения. Очень интересный человек, много всего знает о религии Аллаха и даже об остальных гуманитарных светских науках. Помимо преподавательской деятельности, Малик является еще и имамом и муэдзином в мечети имени Исыса Ралиева Октябрьского района. Но самой высокой оценкой его знаний является то, что муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев назначил его своим советником. В любое время дня и ночи, когда потребуется его помощь, Малик, не задумываясь, оставляя все свои личные дела, приезжает туда, где требуется его присутствие. И это характеризует его как очень ответственного и преданного человека, что, как отмечает Салах Межиев, делает его очень ценным сотрудником. Мы знаем Малика как очень умного и высокообразованного молодого человека. Как мы знаем, он приехал из Сирии в связи со сложившейся там ситуацией. Несмотря на все, он полностью посвятил себя преподаванию. Он без устали и днем, и ночью трудится везде, где необходима его помощь в религиозных вопросах. Малик очень любит своих братьев по вере, и в особенности наш чеченский народ. Также он является и моим советником, поскольку он работает в духовном управлении мусульман. Он приносит большую пользу для всех нас. Его отличной чертой является его красивый нрав, следование сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Порой даже удивляешься его нраву и красивым обычаям, подобным нашим, вайнахским. В нем прекрасно сочетаются иман, его хороший нрав и знания, поэтому он большая находка для всех нас. Малик очень трепетно относится ко всему образовательному процессу и пытается всеми возможными способами поощрять и вознаграждать своих учеников. И каждый их успех вызывает у него радость и гордость. И за эти успехи он преподносит им самый лучший подарок для мусульманина – это Коран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Тщательно подобранная литература, свой подход, специфическая манера преподавания, очень дружеское отношение к своим ученикам и, самое главное, намерение обучать ради Всевышнего Аллаха – это то, посредством чего Малик добивается того, что его муталимы быстро усваивают материал. Когда мы изучаем арабский, мы опираемся только на одобренную и проверенную литературу, которую признали и в странах, исповедующих ислам, и в тех странах, где ислам не является основной религией. Я разговариваю с учениками только принципиально на арабском языке, и в результате им приходится говорить со мной только на арабском. Это очень полезно для них, так они быстрее осваивают материал, и их словарный запас автоматически расширяется. И в принципе, если для преподавателя язык, которому он обучает своих учеников, является родным, это очень положительно сказывается на процессе обучения. И на сегодняшний день, по милости Всевышнего Аллаха, мои ученики уже неплохо владеют арабским языком. И, иншаллах, мы и дальше будем работать над тем, чтобы они еще лучше обучились этому языку, и уверен, они будут знать его в конечном итоге не хуже своего родного. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине религия проста, и нет в ней затруднений». Этот хадис является одной из составляющих религии ислам, и если мы начнем забывать об этом и перестанем опираться на эти слова, то мы начнем впадать в заблуждение и сбиваться с истинного пути. Поэтому, вне зависимости от возраста мутаалимов, которые обучаются у нас в первую очередь, мы пытаемся донести до них эту простую истину. И мне хотелось бы, чтобы вы помнили одну очень важную вещь. Всевышний Аллах наделил вас своим благом, и это благо — мир, который воцарился здесь, и когда есть такая милость от Всевышнего, люди чувствуют себя свободно, и они находятся в спокойствии. И сохранять эту стабильность и мир — обязанность не только руководства республики, но и каждого человека, живущего здесь. Каждый должен вносить свой вклад, так как он это может себе позволить, в своей семье, на работе или читая проповеди. И та картина, которую мы видим на сегодняшний день в этой республике, это заслуга Рамзана Кадырова. И милость от Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он дал нам такого руководителя. Пусть Всевышний Аллах уберегает его и его близких и приближенных от всех бед и поможет ему стойко стоять на том пути, по которому он все эти годы идет, ведя свой народ к миру и процветанию. Даже покидая свою родную землю, человек не перестает быть ее частью. Так и Малик является частью своей страны, Сирии. И то, что сегодня происходит там, напрямую касается и его. И эта трагедия, произошедшая с его народом, не оставляет равнодушным его, как не должна оставлять равнодушным любого другого праведного мусульманина. Хочу затронуть очень важную тему для меня. Как уже все знают, посредством различных средств массовой информации в моей родной Сирии уже несколько лет как нарушен мир и покой. Для человека, у которого есть хоть капля сострадания, то, что происходит в Сирии, является большой трагедией. Я хочу обратиться к своим братьям, которые, слушая проповеди людей, чье религиозное образование и происхождение находится под большим сомнением. Они вводят молодежь в заблуждение, преподнося трагедию сирийского народа как джихад, провоцируя их на дальнейшее развитие конфликта. Я хочу напомнить своим братьям, Всевышний Аллах дает жизнь человеку, доверяя ее ему так, чтобы он берег ее и не относился к ней пренебрежительно только потому, что к этому его призывают люди, не имеющие на это никакого права. Поэтому я призываю молодежь быть терпеливыми и не идти на поводу у людей, пытающихся внести раздор в мусульманское общество и прислушиваться к религиозно образованным людям. Самые уважаемые мировые религиозные деятели давно пришли к заключению, что то, что происходит в Сирии,
Это не что иное, как попытка привести к смуте людей, исповедующих ислам. И моя просьба к вам: остерегайтесь этого, не идите на поводу у этих людей, не позволяйте им убивать нас посредством войны между мусульманами. Проблемы, которые сейчас есть в Сирии, и война, которая идет там, это далеко не джихад. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда настанет период фитны, лучшее для вас — это оставаться в своих домах. Так оставайтесь же в ваших домах. Не стремитесь усугублять ситуацию, не становитесь сами причиной раздора». Валлахи, кто бы и откуда бы он ни ехал в Сирию, ничего кроме фитны он с собой туда не приносит. Ничего кроме еще большего развития смуты там не происходит. Я, как житель Сирии, как человек, для которого Сирия — это родной край, как мусульманин, любящий своих братьев и сестер, хочу, чтобы эта война прекратилась. Но эта война не закончится, пока туда съезжаются люди для того, чтобы развивать эту войну. Задумайтесь над этим, братья и сестры. Всевышний Аллах наделил вас разумом, который отличает вас от животных, поэтому пользуйтесь этим разумом. Задавайте вопросы людям, знающим, и берегите свою жизнь. Помимо всех достоинств, которые бывают зачастую большой редкостью в обществе, у Малика есть одно, являющееся редчайшей драгоценностью – это умение благодарить. И в своем стремлении отблагодарить чеченский народ он выбрал лучшее для нас – передавать свои знания, обучать Корану, обучать религии Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха». Также он сказал: «Всякий, кому была оказана услуга, пусть отплатит за нее. Если он не может найти, чем отплатить за нее, то пусть похвалит того, кто оказал ему услугу. Воздавая ему хвалу, он благодарит его». Поэтому, опираясь на эти два хадиса, я хочу выразить свою благодарность. В первую очередь, так как мы с вами мусульмане, давайте благодарить Всевышнего Аллаха за те блага, которыми Он нас наделил, и за Его милость к нам. От себя же и от всех тех, кто приезжает и кто живет в этой республике, я хочу выразить благодарность главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за все то, что он делает для своего народа, за то, что он делает все это ради Аллаха. Также я благодарен муфтию Чеченской республики Салаху Межиеву, моему другу шейху Адаму Шахидову, брату Магомеду Саралиеву, который мне очень помог в тот момент, когда я больше всего нуждался в помощи. Да будет доволен им Аллах. Я также благодарен и еще многим, чьих имен я не буду называть, но я никогда не забуду все то, что каждый из них сделал для меня. Многие здесь стали для меня братьями, и благодаря поддержке каждого из них я полюбил эту замечательную республику, потому что здесь живут поистине достойные люди. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تتطور وأن تتقدم إلى الأفضل وأن نراها دائما وأن نراها أبدا مع الدول المتطورة وتكون في عداد الدول المتقدمة في العالم إن شاء الله تعالى.